Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 17 февраля на пятницу. Я буду смотреть все знаки зодиака по очереди. От Овнов до Рыбок в двух частях по 6 знаков. Это первая часть. Здесь знаки будут от Овнов до Дев. Смотрим Овны. 17 февраля. Пятница. События дня. Два сердца. Любовь. Первое событие. Успех. Победа, может быть, еще. Неприятность. Вот, возможно, если произойдет какая-то неприятность, да, то она для вас закончится, успешно, хорошим результатом, да, то есть вы с ней разберетесь. Да, победа действительно, видите, повторилась, еще флаг выпал, победа. Победа над неприятностью. Болезнь, плохое самочувствие. Тема здоровья, медицины, время. Возможно, с неприятностью может показывать проблема, будет со временем связана. То есть вы куда-то будете не успевать, опаздывать, спешить, может быть, в больницу. Печаль нельзя. Дорогу нельзя. То есть вот эту карту я не могу сюда ложить. Получается, у вас 6 событий. Первое событие показывает, что все хорошо будет в личной жизни. Дальше будет успех и победа в этот день, да, тоже плюсики. Минус — это какая-то неприятность, связанная со временем. Поэтому вот это ваша, да, тема номер 1. В пятницу следить за временем. И также еще показывает, что может быть плохое самочувствие. Либо вы будете заниматься своим здоровьем в этот день, в пятницу. Вот такие события. С предупреждением о том, что вы можете себе доставить неприятности, да, то есть куда-то опоздать. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я дальше к Тельцам. Смотрим, Тельцы. 17 февраля, пятница. Покажите мне события для Тельцов. Тельцы, 17 февраля, пятница. Застолье показывает, у вас может быть мероприятие какое-то в пятницу. Решение вопросов, ножницы. Ножницы еще иногда стрижку показывает. Удача, счастье, удача. Конверт нельзя. Дорога. Конфликт. Время.
и надежда. Подсвечник. Надежда на то, что успею, да, то есть потому что будильник часто показывает именно, когда мы не успеваем, спешим, опаздываем, да, то есть и надеемся на то, что вот успеем. Цыпленок нельзя. Друг нельзя. Здесь нет. Ключик тоже нельзя, потому что эта карта уже зафиксирована. Значит, смотрите, получается, в этот день может быть застолье, удача, везение, решение вопросов, поездка. Обязательно нужно следить за временем, потому что будильник часто нас предупреждает о том, что мы будем спешить куда-то и не успевать. Также есть надежда, и из минусов еще у вас выпадает конфликт. То есть вот у вас два предупреждения. Это вы можете с кем-то поругаться, и может быть какая-то проблема со временем. Ну, вот такая информация. Может быть, даже они будут связаны. Да, то есть вы будете с кем-то, может быть, вы из-за кого-то будете опаздывать и будете ругаться с этим человеком. Так что вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к близнецам. Смотрим. Так, близнецы. Близнецы. 17 февраля. События дня для близнецов. Нерешенный вопрос. Успех. Дорога. Может быть успешная дорога. Конверт. Получение. Это может быть билет, если мы говорим о дороге. Документы, билет. Мешок с деньгами. Траты на дорогу. Корона. Представитель закона, власти. Человек в форме. Общение с этим человеком будет у вас. Радость. Опять же, да, скорее всего, вот это получение, которое будет, доставит вам хорошие эмоции, позитивные. Любовь. По горизонтали первую нашла любовь. Так, дальше, значит, здесь нет, здесь нет, 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 нет. И есть еще по вертикали мгновенная новость, какая-то информация. Возможно, придет информация по поводу этого нерешенного вопроса. В общем, у вас в этот день получается получение новости по поводу вопроса, который давно у вас не получается решить, да, вы получите какую-то информацию. Дальше у вас может быть успех, дорога, любовь, получение, не знаю, документа, справки, бумаги, информации, да, какое-то хорошее настроение, траты и общение с представителем закона. Ну, вот такой у вас день, очень насыщенный событиями. Благодарю за внимание, близнецы, и перехожу я к ракам.
Раки, 17 февраля, пятница, события дня. Солнышко, радость, хорошее настроение, позитивные эмоции в пятницу у вас будут, любовь, знакомство, если у вас нет любимого человека, может быть знакомство. Также, смотрите, может быть конфликт. 2 меча. Печаль, расстроены будете. Наверное, вот эта ссора, которая будет с каким-то, может быть, близким, дорогим человеком, потому что эти выпадает печаль после конфликта, расстроены. Конверт, получение. Гости. Может быть, придет информация о том, что вас куда-то зовут в гости или к вам идут гости. Казенный дом, посещение госучреждения. Казенный дом с письмом может проигрываться получение вот этого документа, да, в казенном, ну, в госучреждении. Исполнение желания, смотрите, очень хорошая, очень редко выпадает цветочек. Так, смотрим дальше, что у вас тут еще. Будильник. А будильник показывает, что у вас будет на определенное время назначена встреча, да, то есть либо в этом казенном доме, возможно, гости, да, то есть вы будете ждать на определенное время. И будильник показывает, что мы спешим, торопимся, да, то есть иногда просто ориентируемся на какое-то время, да, подстраиваем там свой план, да, под какой-то определенный график. Так, и здесь нет. Получается в этот день, значит, смотрите, много плюсов, да, то есть радость, хорошее настроение, любовь, гости, исполнение желания, да, то есть супер. Дальше получение, посещение госучреждения на определенное время. Это вот все плюсы, много плюсов. И минус, да, только один минус у вас, это конфликт. Выяснение отношения с кем-то, и после этого вы можете быть очень расстроены, печаль. Поэтому, ну, опять же, выпадает рядом с гостями, видите, вот чашечка, да, то есть рядом конфликт. Возможно, в гостях, да, то есть будут разные мнения, потому что мечи часто показывают разные мнения, да, у меня одно, у тебя другое. И они вот как бы не сходятся, да, то есть мы не можем найти компромисс и начинаем ругаться, да, друг другу что-то доказывать. Поэтому вполне возможно это вот будет в гостях, да, какое-то выяснение такое отношение. Так что вот, ну, этого можно, в принципе, избежать при желании. Такое событие. Поэтому у вас тут 2 предупреждения. Постараться избежать конфликта и стараться следить за временем. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я дальше ко львам. Левушки, смотрим, что у вас. 17 февраля. События дня для львов. Ссора, метла. Либо метла еще это наведение порядков.
Исполнение желания. Подкову нельзя. Череп, болезнь, плохое самочувствие или посещение медучреждения. Подарок. Дерево нельзя. Дорога. Мешок нельзя. Тайное свидание тут есть. Тайная встреча какая-то. Возможно, вот вы поедете на какую-то встречу, и они никому не расскажете. Якорь. Ну, в случае с дорогой это может быть прибытие, якорь. Прибыли и, скорее всего, проведете много времени. Решите какой-то вопрос. Ножницы. Победа. Да, то есть не просто решение, а еще для вас какое-то очень со знаком плюс позитивное решение вопроса. Конфликт. Победа в конфликте может быть. Или если у вас, допустим, было два разных мнения, да, с кем-то, то победа может показать, что вы, да, в этом споре или в этих соревнованиях выигрываете. То есть это всегда два меча показывают две стороны, и победа ваша будет. Смотрим, и сундучок нельзя. Значит, у вас очень много событий на пятницу. Рассказываю просто по отдельности, но, скорее всего, они будут проигрываться группами. Да, то есть тут, скорее всего, что 3-4 события указывают просто на одно. Значит, смотрите, может быть ссора, которая, кстати, может перерасти в конфликт. Да, вот они могут часто так проигрываться. В общем, ссора может быть, подарок, исполнение желания, поездка, прибытие, решение вопроса, тайная встреча, конфликт, выигрыш и плохое самочувствие, или еще, возможно, вот когда человек занимается своим здоровьем, тоже показывает, выпадает череп. Так что событий просто вот очень много. У вас будет в пятницу день насыщенный. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к девам. Так, смотрим, девы, что у вас? Семнадцатое февраля. Пятница. Пятница, события дня для дев. Угу, я уже поняла все. Пятница. Смотрим. И сразу первая дорога, кусочек дороги. Точно может быть дорога в этот день, даже если она не выпадет. Большая вероятность, что вы можете куда-то поехать в пятницу. Возможно, если сейчас не будет совпадения, то, возможно, эта дорога будет с препятствиями, да, то есть какие-то сложности могут быть. Прибыль будет у вас в пятницу. Финансовые поступления. Верность. Пара, да, то есть гармоничные отношения в паре, что-то делаем вместе, какое-то событие у нас, да, то есть куда-то идем вместе. И смотрите, дорогу разделяет одна карта, то, что я вам и сказала, да, то есть дорога должна быть, и она у меня выпадала постоянно, когда я мешала карты, ну, карты, если падают, это дорога. И видите, одна карта мешает дороге соединиться, то есть вот может быть, если намечается какая-то поездка у вас в пятницу, возможно, она будет с какими-то препятствиями. Конверт нельзя. Надежда.
Есть надежда, надежду не теряете. Ключик. Ключик очень хорошо. Ключ показывает, что все в ваших руках. Угу, здесь нет. Значит, смотрим, получается у вас 4 события. Первое – это финансовые поступления. Дальше гармоничные отношения в паре, в личной жизни. Ключ, возможности, открытые двери. Да, то есть даже если что-то идет не так, то по ключу вы все равно, да, то есть эти вопросы преодолеваете, решаете. И надежда. Да, надежда на то, что все будет хорошо. Ну, в общем, вот такие вот события, Девы, у вас в пятницу. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я всегда для вас оставляю внизу под видео, в описании есть ссылка. Также есть на канале, да, на моем Таро Дома. Вы заходите, можете там найти. Потому что я всегда 2 части выкладываю вместе. Также еще можно написать запрос в комментарии, оставить для меня. Да, то есть напишите мне свой знак зодиака или напишите, мне нужна вторая часть. Ну, просто это занимает больше времени, да, потому что я отвечаю как бы не сразу, в течение дня. А если хочется прямо сейчас посмотреть, тогда вот ссылочка под видео. Жду вас во второй части.